Отдых – дело рискованное. Произойти может всякое. Неожиданно разорится туроператор. Да и сам путешественник способен легко испортить себе отпуск. Например, оказаться в списке невыездных граждан. Для этого достаточно одного неоплаченного штрафа и исполнительного производства по нему. Избежать неприятной ситуации поможет пара кликов мышкой. Посетив сервис «Банк данных исполнительных производств», на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми можно найти нужную информацию о том, имеется ли у вас просроченная задолженность. Сервис «Банк данных» был создан для того, чтобы нашим гражданам улучшить, дать возможность доступа к информации, которая имеется у нас, информации, которая имеется по должникам, по фирмам, которые имеют задолженности. Антон решил провести отпуск в пальмовой стране с теплым морем. Чтобы без проблем покинуть пределы родины, молодой человек решил заранее застраховать себя от невыезда, проверить, есть ли его имя в банке данных судебных приставов. Оказалось, что у Антона имеется непогашенный штраф – 850 рублей. Абсолютно точно соответствует закону о конфиденциальных данных, потому что это, во-первых, создание этого банка обязало нас сделать федеральный закон. Конкретно персонифицированные сведения в виде паспортных данных они не предоставляются. Обнаружив себя в списке должников, Антон позвонил в отдел судебных приставов по телефону, указанному на сайте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Судебный пристав-исполнитель Иванова. Меня зовут Антон, я вот сейчас был на вашем сайте, и у меня вышло то, что я должен немножечко денег. В отношении вас возбуждено исполнительное производство. А как я могу оплатить? Каким образом? Предлагаю подойти вам в отдел судебных приставов для оплаты долга, либо представить квитанцию об оплате. Я просто собираюсь в отпуск, вот если я не заплачу какие-то ко мне будут санкции применены. В случае неисполнения вами судебного решения в отношении вас будут приняты меры принудительного исполнения. В том числе вы будете ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации. Хорошо, спасибо. До свидания. Погасить долг можно моментально, электронными деньгами или же распечатать квитанцию со своей страницы на сайте. Этот платежный документ со всеми необходимыми реквизитами принимают в любом банке. Мало того, что он имеет возможность найти, он имеет возможность оплатить как через терминалы Киви, так и непосредственно распечатав с сайта банка данных Федеральной службы судебных приставов соответствующую квитанцию. Удобство оно налицо, не надо заполнять, никогда не ошибетесь в этих больших количествах с нулями. Цифра БИГ, ИНН и так далее и тому подобное. После того, как штраф будет оплачен, фамилия должника удаляется из черного списка уже на следующий день. Но обращаем ваше внимание, что ограничение на выезд за границу с бывшего должника судебные приставы снимут только через 2 недели. Вот так Антон заранее избежал лишних неприятностей и обеспечил себе спокойный отпуск. Кстати, такой же порядок поиска информации и оплаты штрафов предусмотрен и для юридических лиц, а кредитные учреждения, например, пользуются банком данных для проверки надежности клиентов. Да и физические лица могут легко проконтролировать, возбуждено ли производство по их исполнительному документу. При этом, если по вашему запросу никакой информации не выйдет, это не значит, что система не работает. Все гораздо лучше. Это показатель того, что за вами нет никаких долгов. Словом, не стесняйтесь обращаться к судебным приставам лично или с помощью сайта. Это позволит вам избежать неприятных сюрпризов.